Алексей Рыжов вышел в город. Против гостиницы было пожарное депо старой кирпичной кладки, беленое прямо по кирпичу, с 4 воротами и высокой каланчой. На ней колокол. Но колокол молчал, ворота заперты, пожара нигде не было, и никто не бил в набат по поводу его приезда в город на реке. Тихо было. Однако Алексей сразу понял, что парадная каланча служила не только украшением этой, судя по всему, главной улицы. Каменные дома стояли на особицу, их можно было пересчесть по пальцам. Гостиница, на которой он вышел, пожарная напротив, двухэтажный дом в некотором отдалении. На углу, где ему предстояло сворачивать, похоже, что школа. Так и есть, школа, убедился он, поравнявшись. И на другом углу хорошо оштукатуренный трехэтажный дом, жилой, добротный, судя по всему, для начальства. Вот и все, что он сразу охватил взглядом. Нет, еще. Когда он свернул направо, где было ему указано строение багрового кирпича с дореволюционными затеями, узорчатой выкладкой, белые занавески в окнах, больница или роддом, и наискосок через улицу, где фанерный щит с чудовищно искаженным лицом Любови Орловой, фильм «Весна». Ну и кисть, и живопись, однако сам кинотеатр каменный, предвоенной постройки. А вон там, где улица круто разгоняется в гору, вверх, вверх, как объяснили ему, значит, идет он правильно, там маячило здание нахально-конструктивных очертаний, торчком и дыбом, зазорно начатое 30-х годов. Курчавая, что же это не так? Вот и все. Эти здания тем резче бросались в глаза и тем паче казались наперечет, что они были вкраплены, всажены, врезаны в сплошное деревянное зодчество. Плотницкое раздолье, хитроумное деревянное столбовое зодчество. Некоторые дома были облицованы вагонкой, рейкой, впрямую, вкось, в ромбик, аккуратно покрашены зеленью, лазурью, теноварью, охрой, в наличии окон, карнизы, углы забелены густыми белилами. Очень красиво и чисто. Другие же дома оголяли свои мощные срубы, торжественные венцы, будто мышцы на показ, потемневшие от дождей и кряжи. Кровли, даже самых богатых и почтенных с виду зданий, были дощатые, кое-где обжиты бархатистым мхом, а кое-где расштопаны свежим тесом. Тянулись глухие заборы и сквозные ограды, за которыми пышно разрослась зелень. Тротуары были сбиты из продольных плах по 3 в ряд, а проезжая часть улиц вымощена торцом, круглой шашкой, укатанной и слегка размочаленной колесами. Дерево, дерево, кругом дерево. Город был из дерева, и весь пропах сладким древесным духом. Да, не для одной лишь важности держали здесь пожарную каланчу, не для красы.